Так, ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. Вернее, добрый день уже. Сейчас 4 часа по Берлину. Ну, наверное, в Киеве, в Украине. Чуть-чуть на час дольше. Так, ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую. Так, скажите, как видно, как меня слышно? Ну, вроде видно и слышно у меня на картинке хорошо, слава богу. Хочу вам сообщить, что мой канал реалити, основной канал, заблокирован на неделю, получил бан за там видео про сбитый самолет. До этого, как вы знаете, я сообщал, у меня был забанен Инстаграм, уже второй раз мой Инстаграм аккаунт забанен, хотя там тоже ничего такого не было. Про сбитый самолет, может быть, там в чем-то и правда, я, может, сам ошибся в чем-то, ну, ладно. Хочу сказать, что пытаются всячески на нас как-то повлиять и помешать нам доносить до людей правду. Это говорит о том, что мы все делаем правильно. Если врагу мы мешаем, вообще, если бы мы врагу не мешали бы, то мы занимаемся ерундой. Если мы что-то делаем, мы должны делать это максимально качественно, максимально вредно для врага. Новости отличные, хочу вам сказать. В Украине просто долбят со всех сторон просто оккупантов, как только могут. Ситуация, конечно, очень серьезная. Война продлится, по всей вероятности, достаточно долго. 8 лет она уже идет. И сейчас ситуация складывается не в пользу русских оккупантов. И это очень хорошие новости. Ну, поподробно я, ссылаясь на Facebook, буду вам показывать кое-какие там из своей ленты и зачитывать, конечно, сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ну вот, будем всячески сегодня сейчас посвятим этот стрим сегодняшний посвятим этой теме максимально много. Также я прошу вас всех в своих социальных сетях, группах раскидать этот наш канал. Это такой мой резервный канал, у меня их несколько было. Но вот на этом канале у меня больше 1000 подписчиков, поэтому я могу делать прямые эфиры. И это такой резервный канал в случае, если будет бан того канала. Бан того канала произошел, поэтому мы будем пока эту неделю на этом канале. Поэтому призываю всех максимально распространить информацию. Так, друзья, давайте с приветствия. Сергей Бабунич, приветствую тебя тоже. Приветствую, Аслан. Спасибо большое за поддержку. Победа будет за нами. Слава Украине. Героям слава, Сергей, обязательно. Победа будет за нами. И в этом нет ни малейшего сомнения. Файтер Израиль, всем салам. Все будет Украина. Аслан, отдельный респект тебе. Файтер, шалом тебя. Витаю тебя, друг дорогой. Все отлично. Шкил шаурма, ассалам алейкум, алейкум ассалам, шкил шаурма, машвуэль, эд мамедов, алейкум салам. Всех приветствую. Артема, призывай тех, кто сейчас служит кадыровцам, не ехать в Украину. Пусть вспомнят своих детей, родителей и свой род. Говорит Эд Мамедов. Сейчас обязательно, Эд. У меня очень плохие новости для кадыровцев. Поэтому расскажу, их просто рвут, просто как тузик грелку. К большому сожалению, еще новую партию отправляют кадыровцы. Ну, посмотрим. Артем Русакович, витание, есть официальные цифры потерь оккупантов. Да, Артем, напишите, если есть, будет интересно увидеть, какие там есть. Друзья, также еще раз призываю, распространяйте нас, как вы видите, канал небольшой, и нам нужно по как можно больше людей, чтобы увидели, так как именно в это время заблокировали Инстаграм, заблокировали сейчас на неделю, все, слава богу, всего лишь на неделю, и основной наш канал, но который в основном все знают.
Так что вот такие вот дела распространяйте максимально и зовите всех наших друзей, и мы будем максимально информацию распространять. Так, возвращаясь к кадыровцам, могу сказать, что кадыровцев сейчас только что я получил сообщение, аудиосообщение, где кадыровец в госпитале в Симферополе или в Севастополе лежит, болеет, раненый, точнее, уже он рассказывает на чеченском языке, рассказывает, как их с байрактаров, они не слышали, откуда прилетают байрактары, и их просто долбят с воздуха. Очень много убитых, обгоревших, он говорит, очень много обгоревших. И вот этот госпиталь в Симферополе или в Севастополе, он просто забит ранеными и огромное количество убитых, и в том числе Кадыркиных, очень много. Поэтому всем Кадыркиным, которые сейчас собирают, Кадыркин нагло соврал на площади, сказал, на этот момент нет потерь. Огромное количество убитых Кадыркиных уже есть. И всем тем, кто сейчас там на площади там 10 тысяч собрал, 12 тысяч собрал и отправляют, это молодые пацаны, которые абсолютно не имеют отношения ни к этой войне, ни просто росгвардейцы, там разные там собрали стажеров, молодых ребят, уже бросают их туда, сперва послали более таких опытных, стареньких, тоже есть у меня видео, которые, где они там молятся там и так далее, как будто они там идут на какую-то священную войну. Идут свободных людей покорять, да, пытаться покорять. Вот передаю сообщения, которые получаю Кадыркиных, очень много постригли. И новая молодежь, которая сейчас собирается, я вас призываю ни в коем случае не ехать, ни в коем случае. Нету того, что вы там думаете. Вас, вот послушайте записи, которые сейчас гуляют в чеченском WhatsApp, там, в чеченском Инстаграме, и там вы услышите, как массово байрактары прилетают и уничтожают людей. Вообще не слышно, откуда прилетел, как прилетел. Просто прилетает смерть, и все, и вас больше нет. Поэтому война это не та, которую вы думали, там легкая прогулка. Особенно молодежь, Кадыров, тебе призываю, не ври нагло, не посылай этих ребят на смерть. Эти ребята, ты вроде клянешься, божишься, что ты за чеченский народ. Ты только вот утилизируешь нашу молодежь, понимаешь? То есть ты просто уничтожаешь эту молодежь. Там их встречают настоящие чеченцы и настоящие свободные украинцы. И вот и байрактары, и все остальное их утилизирует. Я категорически просто призываю, требую не ехать чеченцев. Валлахи, асбо'алама бошун. Я еще по-чеченски скажу. Клянусь Аллахом, это правда. Вас там будут утилизировать, вас будут уничтожать. Вы не сможете ничего сделать. Позвоните всем своим знакомым. Кадырович, дамаган бол Кадырович, цек телефон твой хат. Да хок шбушун, бой шбушун тига. Дедушун, все, что показывает российская пропаганда, это ложь. Абсолютная ложь. Никаких успехов нет, да, просто на Донбасс, Луганск основные боевые силы, грузинские, украинские, чеченские, они направлены были и ездят эти силы по всей Украине и просто уничтожают. Информация, разведывательная информация абсолютно со всех сторон поступает, союзники помогают. Никаких шансов спрятаться даже нет там, кто туда приезжает, понимаете? Вас будут просто днем с огнем просто из-под кроватей доставать за бороды. И вам будут ваши бороды с головами сносить. Не едьте туда. Не погибайте зазря. Ни за что. Никакой это вообще война никакого отношения не имеет к вам. Куда вы едете, куда вы лезете. Нету, это вот в модной черной форме, как там на бикрень в берете или в кепочке там
с пистолетом, с каким-нибудь там на Мерседесе прокатиться по центру Грозного и там понтануться, это совсем другое. Вы не знаете, что такое война. Война была, когда мы с русскими воевали, понимаете? Вот война была. А не сейчас, когда вы тут, когда нет никакого сопротивления, у вас вашу форму там красиво там вас подготовили и все. Вы телохранители максимум, что вы можете. Вы не знаете, что такое война. Вы не знаете, как Байрактар пролетает. Или когда реальные пацаны, которые 20-30 лет в войне с этой Российской империей находятся, они вас будут как щелкать, как только так. Украинцы мотивированы. Вообще правый сектор, патриоты украинцы, вообще задней у них нету. Вот как у нас ее нет, вот так же нет у украинских патриотов, понимаете? Это я не преувеличу, это стопроцентная информация. Просто рвать вас будут, не едьте. Сдавайтесь лучше, переходите на сторону украинцев. Там к свободным людям переходить. Кто-то там по обману, по глупости там, и так далее пошел. Ни в коем случае не едьте. Настоятельно рекомендую. Потом не говорите, что мы вас не предупреждали. После всего этого вы еще будете как преступники преследоваться, кто выживет из вас. Хотя я сомневаюсь, что кто-то выживет из вас. Ладно, давайте перейдем к комментариям вашим, друзья. Еще раз напоминаю, друзья, максимально распространяйте информацию нашу и в социальных сетях везде наш стрим распространяйте. Так, Карфаген, Кремль должен быть разрушен. Файтер, из новостной ленты сейчас Минобороны про врати оккупанта від початку вторгнути 2800 осіб до 80 танков, 516 бронированных машин, 10 летаков и 7 геликоптеров. Витания, есть официальные цифры потери оккупанта. Так, Байрактар, это я уже читал. Нью Горизонт, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Нью Горизонт. Танки до 80, БТР 516, самолетов 10, вертолет 7, живой силы 2800. Скилл шаурма асан Украине, бонаш тига Аллах, тига, вилей, махаэт Аллах. Ага. Вот мне сообщают, что если чеченоговорящие поедут в Украину и там погибнут, но не сообщать, что они погибли там. Много уже погибло чеченоговорящих, чеченцев, большому сожалению, кадыровцев, уже много погибло в Украине. В госпитале лежат, я слушал эти сообщения, я призываю, я настоятельно рекомендую, да, это ваше дело. Хотите быть шашлыком, пожалуйста, удобрением украинской земли, пожалуйста, это ваше дело. Просто я настоятельно рекомендую вам, сами как хотите. Каждый ротер по 5-7 человек из 11 рот. Таван Шунгайт наш массу вакш только по 5-7 сотрудников. Ага. Ясно. Давайте сейчас я тогда вам постараюсь показать в Фейсбуке то, что у меня там в ленте. Комментарии могу не видеть. Это тоже, чтобы в видеоформате оставалось. Блицкриг, короче говоря, не удался. Русские несут колоссальные потери. Сейчас я вам покажу в Киеве видео, где вот в Киеве большие камеры. Сейчас несколько минут, друзья. Так, давайте посмотрим.
упал на. Он лежит, блядь. Хуй его знает, наш, не наш. Да не наш. Бля, там в машине походу пизда. Смотри, блин. Ну вот этот наш делается. Бедные люди там живут. Ебать. А чё тот остановился? Да, машину заебашил. По ним гатит. А, по ним он гатит. Проранили это колесо в этой машине, она сюда заехала, все, умер этот парень. Умер, конечно, столько раз в него выстрелили, конечно, умер. Так, следующее тоже видео. Разбитая колонна, по всей вероятности, тоже двигалась на Київ. А це його везли там. І вони ушли, походу їх збили, блядь. Я передав, блядь. Ты можешь комментировать? Блядь, о, я це бачила. Я тоже. Там стреляют. Там взриваються ці. Да, пиздец, боеприпас. Пиздец жопа. Бля, машина. Ебать. Только все начинается, все это будет иметь далеко идущие последствия. Вано Надирадзе есть такой украинский боец, грузин, он грузинский боец в Украине, и украинский он тоже. Он у себя в Фейсбуке 2 часа назад делал объявление, чтобы ВСУ заходит в Киев, и к киевлянам обращаемся с просьбой не снимать технику. Тоже поддерживаю вот это то же самое. Так, здесь смотрите, то поддерживаю то, что он говорит. Не снимайте, пожалуйста, технику. А если снимаете, не выкладывайте ее в интернет. Имеется в виду нашу технику, украинскую. Разбомбили колонну техники, повреждены сети на земле, трупы. Так, это 5 часов назад, Буча, район Мельники. Я вам сейчас покажу. Да, ребята, это Буча. Это Буча. По-моему, номера, не знаю, какие украинские, но именно российские, такие черные номера есть военных. Ну и вот эти, я так полагаю, что это все-таки российская техника. Также сообщается, не знаю, насколько это правда или нет, что
Ростовской области, аэродром Миллерово, где базируются российские истребители и вертолеты, куда ЗСУ нанесли ракетный удар. Наконец-то симметричный ответ горите в аду, говорит Виктор Аполлонов. Вот я себя перепостил это. Не знаю, насколько правда, но нанесли, говорят, удар по Ростову, что давно пора было делать. Ну, тоже в другом месте, ну, это уже русские сообщают, не знаю, насколько им можно верить или нет, но вот что украинский беспилотник напал на аэропорт Миллерово Ростовской области, есть убитые, сообщают российские, может, ну, российские, наверное. 25 февраля 2022 года. Так, еще здесь несколько съемок есть, ну, то есть уже лежат трупы, я это показывать не буду. 50, так, вот еще одно я вам видео покажу. Так, это короткое видео, но уничтожено. Короче говоря, земля под ногами горит у оккупантов, она будет гореть, это только все начинается, никаких поблажек, каких-то там заигрываний больше с оккупантами не будет, да и не собирает как цигарку. Так, я зачитаю генеральный штаб, сообщение от генерального штаба Збройных сил Украины. Оперативная информация по состоянию на 16:00 25 февраля 2022 года по российскому вторжению. Оперативная информация. Российский оккупант продолжает наступательную операцию. Давайте, чтобы вы тоже видели. Российский оккупант продолжает наступательную операцию против Украины по ранее выбранным направлениям при поддержке оперативно-тактической авиации дальнего действия и высокоточного дальнего вооружения. Группировка ВСУ совместно с силами территориальной обороны держит оборону города Киева и ранее определенных границ. Враг коварно наносит авиационные и артиллерийские удары по объектам гражданской инфраструктуры. Российские войска продолжают нести потери в кадрах и технике. Российские войска продолжают нести потери в кадрах и технике. С начала вторжения в ВСУ в РФ уничтожено Баки до 80 единиц, боевые бронетранспортеры разных типов 516 единиц, 7 вертолетов и 10 штук. И 10, ну я вот не знаю, как это все читается. И 10 штук крылатые ракеты до 20, автомобильная техника более 100, кадровый штат более 2800 человек. Добро пожаловать в ад, товарищи москали. Разведывательные диверсионные группы противника маскируются под гражданскую одежду и проникают в города с целью дестабилизировать ситуацию путем саботажа. В районе холдинга операции Объединенных сил продолжает удерживать позиции. Вступайте в ряды ВСУ и сил АТО. Земля под ногами оккупанта будет гореть, как горящая российская техника. Слава Богу, Аллаху Акбар. Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия по всей Украине. Это тоже генеральный штаб сообщает, уже другая новость. Служба безопасности проводит контрразведывательные мероприятия по всей Украине, выявляет диверсантов, российских разведчиков, вражеских союзников, защищает киберинформационное пространство, опровергает фейки. Эта работа проводится совместно с ВСУ, представителями территориальной обороны. Вместе мы делаем все, чтобы защитить Украину от врага. И так будет онлайн информировать вас об актуальных новостях. Сегодня в СБУ задержали гражданина, который представлял себя иностранным журналистом. При этом никаких подтверждений этого он представить не смог. И при поиске в телефоне нашли фотографии размещения позиций украинских войск. На Харьковщине сотрудники СБУ арестовали 4 исправных огня вражеской артиллерии. Продолжается дальнейшее обнаружение вражеских агентов, ставивших люминесцентные бирки в разных регионах страны.
Определено, что агентство Кремля использует программу в смартфонах Примайс. Такие факты подтверждают Стрю и других городах. Поэтому в случае публичного задержания таких лиц просим проверить их мобильные телефоны и сообщить об этом правоохранительные органы. Продолжаем бороться. Давайте вместе защищать Украину. Итак, оперативная информация. Ну, это уже на 13 часов, которая поступила информация. Здесь она и на английском, но здесь повторяется она, в принципе. Генеральный штаб ЗСУ. Канцлер Германии Олаф Шольц вчера заявил о вторжении России в Украину, что Европа не видела ничего подобного за 75 лет, и это правда. Но это не вся правда. Это не только вторжение России в Украину, это начало войны против Европы, против единства Европы, против основных прав человека в Европе, против всех правил существования на континенте, против того, что европейские государства отказываются разделять, то есть делать границы силой, делить границы силой. Уже второй день город Украины терпит ракетно-бомбовые удары. Танковые колонны и самолеты максимально похожи на то, что видела Европа давно во время Второй мировой войны и о чем говорили больше никогда. А вот и оно, опять это сейчас, в 22 году, 75 лет после окончания Второй мировой войны. Я уверен, что вы видите это, все вы, вся Европа, но мы не видим, что вы собираетесь этим делать, как вы собираетесь защищаться, тогда как медленно помогаете нам в Украине. Перечислю то, что уже произошло. И за это мы благодарим секторальные санкции. США, Канада, Великобритания, ЕС, Австралия, Новая Зеландия ввели точно такие же отраслевые санкции против России. Особенно против всех крупнейших банков, против крупнейших российских предприятий, против доступа России к западным технологиям. А ведь российские танки все еще стреляют по жилым домам в наших городах. Бронетанковые технологии все еще атакуют. Техника атакует, в том числе мирных жителей, простые граждане Украины. У Европы достаточно сил, чтобы остановить эту агрессию. Чего еще ждать от европейских стран? Отмена виз для россиян, закрыли от SWIFT, полная изоляция России, отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрываем небо. Сегодня все это должно быть на столе, потому что это угроза нам, всем нам, всей Европе. Есть еще способ остановить агрессию. Действовать надо без промедления. Простые люди могут действовать, я уверен, в каждой стране мира, в каждой европейской стране. Выйдите на площади своих городов и требуйте мира Европе, мира Украине. Прекратите эту войну. Выйти на площади, требуйте окончания войны. Это у нас есть право. Это ваше право на это. Когда в Москве падают бомбы, в Киеве падают бомбы, то это происходит в Европе, не только в Украине. Когда ракеты убивают наш народ, это гибель всех европейцев. Требуйте больше защиты для Европы, больше защиты для Украины, как части демократического мира. Пока госучреждения Европы не спешат принимать действительно сильные решения, каждый европеец в своей столице уже может прийти к нам в посольство и предложить свою помощь. Требуйте также от своих правительств, чтобы Украина получила больше финансовой, больше военной помощи, потому что эта помощь и есть помощь вам, потому что это помощь Европе. Ты помогаешь только самому себе. Если вы в Европе с боевым опытом и не хотите смотреть на нерешительность политиков, прежде приехать в наше государство и вместе с нами защищать Европу, где она сейчас очень нужна. Тебя уже шантажировали газом, тебя уже опозорили, уже хочется расколоть и поделить, как сегодня пытаются поделить Украину. Защити себя, точно так же, как мы защищаем себя. Еще раз обращаемся к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей. А теперь хочу обратиться к ВСУ. Будь твердо, ты все, что у нас есть. Вы все, что защищаете нашу страну. Слава Украине! Героям слава! Это заверение президента Украины. Обращение, то есть, президента Украины. Так.
Путин обратился, мне тут прислали, Путин обратился к украинским военным. Это я зачитывать не буду, потому что это дерьмо не имеет права ни к кому обращаться. Это просто, извиняюсь, конечно, за мой язык. Так. Так, ночью аух, так, все всегда у вас здесь пишет больше человек, чем у нас сейчас смотрит. Как такое возможно, скажите мне. Ночью аух за Ичкерию. Люди жалуются, есть видео, что из Ичкерии насильно молодых людей отправляют в Украину. Да, ни в коем случае не едьте. Это не та война, это не наша война. И оттуда живым не возвращаются. Не едьте ни в коем случае. Маш Вовель, Санхоме, Аслан и все остальные бездомные леди Маш Вовель. Они его расстреляли, даже в плен не брали. А что брать, если там бой идет? Нарушения, я так думаю, конечно же, мне кажется, там не было никакого нарушения. Если ты про этого расстрелянного с Шилки, который просто они должны были как-то нейтрализовать и опасно ведь. Так, Аслан Табах Украины. Да, Табах Украины. Владимир Рабинович, Салем, Шалом, Владимир. Украинцы творят историю. Да, совершенно верно. Молодых людей из Чечни отправляют насильно. Да. Китай вроде недоволен этой войной. Не могу уточнить. Фрайтер Рязань. Минобороны Украины протроллил русских про ростовский обстрел авиабазы. И кто это сделал? Не знаю, ну так, был обстрел, скажите, был обстрел или нет? Так, Файта Аса молодец, Маждад, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, доброго дня всем, хотя не добрый, но украинцы радуют, мой респект, слава Украине, героям слава. Кто-нибудь видел мое предыдущее приветствие? Ассаламу алейкум, адудавлету машвовело, я увидел, не видел, но вот это сейчас я увидел. Не пойму, почему нет ни фото, ни видео разбитой техники и так далее. Где вся информация? Ну вот я вот кое-что вам показал, а так ее очень много. И она будет со временем появляться, поверьте. Около 50 вертолетов под Киевом должны были высадиться с десанта, десантироваться. Они десантировались, и они все уничтожены. Должны были люди захватить вот та колонна сейчас, которая пробилась где-то в Киев, да, которую сейчас отстреливают, находят. Это все, это остатки, а их прикрывать должна была пехота, десантура, которая высадилась, как мне сказали, не с 34 вертолетов, как вчера мне сообщали. Ну, я читал вам тут. А мне сообщили оттуда, что 50 вертолетов было. И 50 вертолетов все до единого уничтожены. Вот все, кто 20 километров от Киева десантировался, захватывал, пытался захватить там вертолет, этот аэродром, все уничтожены. Все, нету их больше. В плен никого не брали. Так, ну это все будет выкладываться, видео есть, много что имеется, просто сейчас потихонечку все это будет выкладываться. Новодворская назвала путинский режим фашизмом для бедных, то есть наиболее убогой его версии, лишенной даже тех позитивных черт, что имели исторические предшественники. Фриман, антипутинизм. Джон Шелдон в Телеграме, там люди такое снимают. Почему по украинскому ТВ нет никаких передач с места боев? Почему по украинскому ТВ нет никаких? Не знаю, Шелдон, почему нет, не знаю я. Так, в Телеграме. Так, добрый день всем соратникам, борцам с империей зла. Приветствую, Фриман. Братан, у тебя трансляция лагает. Ну, не знаю, значит, и этот канал тоже атакует. Ну, я думаю, IP-адрес моего компьютера не знают и атакуют как могут. Джонс, жалко, что чеченские парни будут участвовать в этом. Очень жаль, но каждый сам выбирает себе свой путь.
Файтер, Аслан, подтверждений нет того, что авиабазу обстреляли, только слухи. Официально в Украине не подтвердили, только поиздевались над оккупантами. Все, понял, Файтер, принято. Хорошо. Хорошо. Так. Так, если есть какая-то информация, вы тоже мне сообщайте ее, я ее тоже буду максимально распространять. Так. Ну, давайте покажу вам Путина. Здесь, оказывается, он что-то там бред несет, и сейчас украинцы раскидывают по разным этим. Основные боестолкновения России. Сейчас по боестолкновениям, поэтому давайте я вам покажу все-таки. Но надо увидеть. Это ублюдина, которая будет скоро сидеть в Гааге, где он. Ублюдина. Российская армия, как и ожидалось, происходит не с регулярными частями вооруженных сил Украины, а с националистическими формированиями, которые, как известно, и несут прямую ответственность за геноцид на Донбассе и кровь мирных граждан народных республик. Кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но по сути играют и роль заградотрядов. Более того, по имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного... Друзья, я просто не могу не комментировать то, что он говорит. Я вам могу вот 100% с фактами, со свидетелями, которые все это видели, подтвердить, что они у нас творили геноцид. Никакого геноцида ни националисты, ни украинцы не творили нигде. Никогда этого не было. Это раз. По поводу, что он тут еще говорит, что... Более того, по имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это. Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового... Но, кроме того, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но по сути играют и роль заградотрядов. Вот про заградотряды я хотел вам сказать. У меня есть свидетели этого, у меня есть 100% доказательства. В первую войну и во вторую войну, особенно и в первую войну, во вторую-то они так в боестолкновениях прямых с нами не участвовали, только сдалека бомбили. У них были заградотряды. Они по 500, по 1000 человек забрасывали, чтобы выявить позиции наши где. И потом, когда те отступали, когда их начинали наши бить, их сзади заградотрядами их расстреливали. И сейчас эта гнида называет украинских патриотов фашистами, националистами, там, ультраправыми и так далее. Называет о совершенном геноциде. Просто сравните Донецк и Грозный. И все, и о каком геноциде говорит. И давайте докажем в юридическом суде просто. Мы уже собрали уйма просто, тонны просто, гигабайты просто информации о том, что русские творили над нами геноцид. И вот эта ублюдина, взорвав своих же русских, сказав, что это сделали мы, напала на нас и устроила нам геноцид. Вот это ублюдина. И никакого геноцида украинцы не творили. И заградотряды это их дело. Но давайте будем дальше слушать. Это очень интересно. Так. Более того, по имеющейся информации, и это подтверждается результатами объективного контроля, мы видим это. Бендеровцы и неонацисты выставляют тяжелое вооружение, в том числе системы залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая... Смотрите, как он нервничает. Смотрите, какой он уже не такой веселый, как был еще несколько дней назад. Гнида.
Ты за все ответишь, падла. Будешь ты сидеть до конца своих дней. Киев и Харьков. Они планируют вызвать ответный огонь российских ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они действуют так же, как и террористы во всем мире. Прикрываются людьми в надежде затем обвинить Россию в жертвах среди мирного населения. Достоверно известно, что все это происходит по рекомендации иностранных консультантов, прежде всего американских советников. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите. Если вы помните, да, это мы будем стоять за женщинами не спереди, а сзади. Говорил не я, а вот эта ублюдина это говорила. А сейчас он говорит, не прячьтесь, да, не давайте использовать женщин, детей, это бандит. Ну, это сумасшедший человек. Он уже своей ложью, своей вот этой обманом своим, он уже все, он уже потерялся в этом. Он не знает, где действительность. Этот человек просто, у него уже раздвоение, у него шизофрения человек. Его срочно нужно изолировать. Срочно. Его и все его окружение. А банду ФСБ признать террористической бандой. Власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в... Господа, украинцы, братья, он нас делит. Он также делил и чеченцев. Есть исламисты, есть радикальные, есть какие-то там эти. Он также делили и нас. Он сейчас пытается разделиться. Давайте, это радикалы, это какие-то правые. Не делитесь, призываю вас. Ни в коем случае не поддавайтесь на это. Вы один, у кого есть в кармане паспорт гражданина Украины, вот у меня есть паспорт Ичкерии, вот это и есть. Все, вот на этом мы должны остаться. Никаких взглядов, религия, ничего не имеет значения. Гражданин, не гражданин, свободный человек или не свободный человек. Вот и все. Это гнида, это его самая большая способность, он воевать не умеет. Они, вот эти русские террористы, они не умеют ни воевать, не умеют, ни доблести нету. Ну, есть отдельно какой-нибудь там, если взять военных какие-нибудь там, небольшой группы. Да? Ни у кадыровцев, ни у мудыровцев, ни у кого у них, ни доблести, ни чести, ничего нет. Кадыровцы это вообще отдельная тема, они свою родину предали. Это те же лугандонцы, которые перешли на сторону русских, перешли на сторону России. Поэтому единственное, что они умеют, это умеют разделять, умеют провоцировать, подстрекать. Вот я вот признаю при всем, при том, что я очень категорично, как вы заметили, плохо отношусь к этим людям, я признаю за ними, что вот в этом они мастера. Обмануть, стравить. Вообще то, что вам даже в голову не придет, двум родным братьям они могут вдолбить в голову. Поэтому не ведитесь на это, прошу вас. Это гнида, которая должна сидеть. Заложники весь украинский народ. Также хочу дать самую высокую оценку действиям российских солдат и офицеров. Они действуют мужественно, профессионально, героически, выполняя свой воинский долг, успешно решают важнейшую задачу по обеспечению безопасности нашего народа и нашего Отечества. Да. Этой гниде дают возможность немножко еще прожить на своем посту. Так, теперь я вам хочу, мне тут прислал человек. Я хочу вам сейчас прочитать сообщение от кадыровца, выжившего кадыровца. Так, друзья, сейчас, он на чеченском, я вам сейчас буду переводить это все дело. Так, постараюсь сейчас сделать погромче. Вчера мы, говорит, первыми заходили. Вы, наверное, не слышите, да? Вы, наверное, не слышите. Как скажите, как слышно было? Было что-нибудь слышно?
Если насильно отправляют чеченцев, то можно сложить оружие и присоединиться к Украине, а не воевать против. Да, абсолютно так. Так, смотрите, послушайте, слышно вам или нет? Сообщение от кадыровца, выжившего после, короче, знакомства с украинцами. Мы должны были зайти первые, потом Росгвардия, и потихоньку все остальные должны подтянуться. Мы, когда уже нас возвращали в госпиталь, мы встретили эту длинную колонну, он говорит. Ну, в этом Фейсбуке, как всегда, очень сложно, я поставлю. Они нас подвели, как-то первые мы влезли, и нас уже возвращали в госпиталь. Здесь очень много здесь, ну, ЭАД это, ну, как перевести, ну, ужас, короче, что здесь происходит. Есть чеченцы, обожженные, беспилотников нас долбили, говорит, мы не видели, откуда он появляется. Так, подождите, я не могу отсюда перепрослушать там и так далее. Сейчас я вам. Очень много чеченцев здесь, обожженных. Беспилотник нас очень сильно удивил, говорит. Мы не знали, откуда он появляется. Очень много обожженных. Просто очень. Забит госпиталь в Симферополе. Ну, колоннами нас возили, говорит, вчера 70 человек привезли. Это в один госпиталь. Не знаю, сколько там, говорит. После того, как нас подбили, другие то следующие зашли, они вроде нормально добрались, говорят. Нету связи, нету телефона, интернета, связи. Ну вот, это то сообщение. Сейчас я постараюсь вам еще что-то показать. Сложить оружие тоже смогут ли дома родственники в заложниках? Смогут, ничего страшного, родственники. Так, это я вам уже показывал, это только что то, что Шилку и БМП, которые они там обстреливают. Так, друзья, давайте почитаю ваш комментарий. Короче, все складывается очень хорошо для нас и не очень хорошо для оккупантов и прихвостням. Так, это война не только украинцев, это война всего мира со злом. Просто удар прошелся на украинцев. И мы все должны всячески поддерживать украинцев. Будет свободная Украина, будет свободный
все вокруг. Эдмамедов. Да, абсолютно с тобой согласен, Эд. Нет слов, как он врет. Да, абсолютно. Ночь, ухо за Ичкерию. Да, абсолютно так. Так, русский офицер, это звучит как анекдот, говорит Фриман. Аслан, слышишь хорошо? Так, молодцы, украинцы хорошо работают. Да. Фриман, путинское ГБшное правление – это макрушная власть и непрерывная череда имперских войн. Чечня, Грузия, а теперь Украине. Да. Как и ожидалось, Крашников первыми пустили Росгвардии и остальные за ними. Не услышали они Джохара Дудаева. Не у горизонт. Да, абсолютно не у горизонт. И леди говорит, что Крашников пустили первыми. Да, Крашников пустили первыми, чтобы пробивали брешь. Ну, а там встречают настоящие чеченцы и настоящие свободные украинцы. Поэтому шансов нет вообще. Не советую просто никому никуда лезть, а прошу остаться всех у себя дома. Так, друзья. Сейчас я вам постараюсь еще показать какую-нибудь новость. Танков 80 уже уничтожено. Это я вам читал, конечно, но а тут по-украински. Три початка вторгнения Российской Федерации. З початку, это не три. Российская Федерация, Збройные силы Украины занищено танков 80 единиц, боевых броневых машин разных типов 516 единиц, вертолетов 7, самолетов 10, крылатых ракет до 20, автомобильной техники больше 100, особому складу больше 2800 особ, ну больше 2800 человек уничтожено. Короче говоря, нормальная тема. Так, Бучу показал. Так, пленные есть здесь. Показываются русские террористы. Так, покажу вам этих пленных тоже. Истории пускай остаются. Вот, взяли наши мерзавцев. Готовим оборону Киева. Конкретно хорошее оружие. Ребят, давайте, короче, быстрее признавайте нашу Ичкерию и наши паспорта, короче. Владимир Александрович, давайте быстрее, а то отсюда неудобно мне все это показывать. Буваємо зараз ще на околицях Так, давайте покажу еще вам. Харкова. І ви тут бачите спалені російські гради. Ось вони. Є загиблий російський військовий. Короче, добрались до Киева, все быстренько там порешали и победили всех, короче, как обычно. Одним десантным полком за 2 часа, короче, ну как обычно, по-другому же они не воюют. Они идут и все разбегаются. Так. Так, это, по-моему, фейк. Тут еще разобраться, чтобы не показать.
Так, ну офигенно, стратегический военный объект, просто криворукие обезьяны. Объекты не разбираются. Ну, короче, здесь сжигается. Так, давайте я вам сейчас пленного оккупанта покажу. Что типа тут за нас, типа, но воевать вроде не собираются, не дадут людей. Это не знаю, там все наше начальство говорило. Что не собираетесь стрелять по людям? Ну, ЛДНР и ЛДПР, что-то, ну, как-то так ваши там подписали. За нас будет, тут мирно все будет. А вы, типа, не подписали, там, типа, они говорили, что... Что ты хочешь сказать своим гражданам России? Типа, сейчас даже дай договорить. Говори. Сейчас забыл, что я... Вот, когда там стояли, они говорят, дали нам приказ вот до этого, до наступления, что, типа, вы по нам стреляли, вот, а они всю технику, типа, по Путину, сказал, все, еще один раз вы по нам стрельните. Кто стреляли? Украинцы, типа. Ну, типа, по Ростову или по какую-то вы там стреляли. Я не знаю. По Ростову? Это кто тебе сказал, что мы по Ростову стреляли? Все эти наши полковники, офицеры. То есть вас настраивали то, что Украина напала на Россию? Типа, да, стреляли, ну, там, с этими снарядами по нам, типа, стреляли. И на следующий день мы ночью... Ты в это веришь? Смотри сюда, ты в это веришь? Ну, вот этой ночью, мы потом, на следующий день, мы ночью, в 12 мы, сколько там, в 12 либо в час мы колонны выдвинулись. Ну, короче, 4 мы были бред, здесь, короче, потом несет отступили. Я уже не верю им даже. Я вот человек вроде бы очень гуманный, и все равно вот не верю я им, не могу я им верить. Я просто их видел и с той, и с этой, и со всех сторон. Не могу я им верить, когда они начинают говорить, что вот они случайно забрели там, они ничего не знали. Все они прекрасно знают, они отлично осознают, куда они едут. За 8 лет мы уже столько раз с ними и говорили, и им рассказывали, показывали. Нет, они имперцы, они великие, а остальные должны просто быть присоединены. Вот так они и едут. Нету у них вообще даже понимания. Они что они творят по отношению к другим там зло. Нет, для них это нормально. Захватить чужое, забрать чужое, убить чужое. Это нормально. Можно помародерничать, можно там где-то потом рассказывать, как он там укропов убивал, как чеченов убивал. Вот это его тема. Потому что других достижений в жизни у него не будет. Он вернется на гражданку, будет бухать сидеть. Ну сколько там украинцев убил. А помнишь, там ребенка проткнул штыком. А помнишь это. Вот это их доблесть. Вот это вся их жизнь. Они другого не понимают. Только язык силы понимают. И врут. Все время врут. Никакой веры им нет. Это лжецы самой высокой пробы. Так. В конце всего мы будем помнить не слова наших врагов, а молчание наших друзей, сказал как-то Мартин Лютер Кинг. Да. Putin is new Hitler. Putin is new Hitler. Putin is new Hitler. USA, support Ukraine. USA, support Ukraine. USA, support Ukraine. Our support. У нас здесь в Германии некоторые украинцы, которые до сих пор еще так пребывали, что нет, там не нападет, не может там и так далее. Уже все, у всех маски спали, пелена с глаз спала и все уже. Берите власть в свои руки, говорит Путин, да, в своем обращении. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Путин обратился к украинским военным. Да, все плохо у Вовы. Я не думал, что я доживу до этого дня.
Аллаху Акбар. Слава Богу, хвала Господу. Хвала Господу. Дожил я до этого дня, когда эта гнидость. Теперь за русский паспорт, я этот русский паспорт еще год или полгода назад порвал. Да? Флешмоб был, если вы помните. Сейчас только начали рвать некоторые свои паспорта. За паспорт русский в рожу теперь будут давать. Так. Так. Ну давайте почитаю ваши комментарии, потому что так, украинцы тут все тут перезаняли. Тут отличная фотография, просто лежат посреди дороги. Радуете вы меня, хлопцы, радуете. Настоящие главнокомандующие Владимир Александрович Зеленский. Блять, смотрите, Еще одно видео у него. что происходит на Оболоне, блядь. Конечно, мат меня очень раздражает, который здесь нельзя снимать без мата, елки-палки. Хотя бы в таких ситуациях, когда нет в нем вообще необходимости. Короче говоря, украинские граждане вооружаются, раздается оружие и короче, хана всем, кто пришел со злом к Украине. Смотрите, что происходит на Оболоне, блядь, ебать. Вся Оболонь, блядь, все мужчины, блядь, собираются, блядь, посмотрите, как все будет. Приходите, мы вас будем всех встречать. Даже без документов раздают. Приходи, защищай свое государство Украину. Слава Украине! Героям слава. Молодцы, парни. Молодцы. Так. Давайте почитаем ваши комментарии. Аслан, слышишь, так, это уже было. Чисто поле системы за нами Путин и Сталинград. Да. Так, вітання, пані Аслан. Слава Україні, слава Ичкерии. Алексей Купцов. Витаю, героям слава, Алексей. Так, в чистом поле чеченцы предупреждали о том, что если сейчас не обсудить необходимые меры против агрессора, то завтра будет уже поздно. Но этот голос разума не был услышан, что теперь привело к войне в Украине. Да, абсолютно верно. Так, друзья, я тогда на этом наш стрим сегодняшний закончу. Но, может быть, я в любой момент экстренно включусь. Запомните, подпишитесь на этот канал. Пожалуйста, распространите везде среди украинцев, в социальных сетях, везде попросите подписаться, потому что мы будем сообщать новые новости из происходящего в Украине, из Чеченской Республики тоже будем вам сообщать новости. Наш канал Reality временно на неделю забанен. До этого наш Инстаграм забанен. Также у нас есть ТикТок. Вы в этот ТикТок подпишитесь, чтобы можно было выходить в эфир и доносить правду. Пока прямой эфир можем делать только на этом канале. Этот канал называется Правозащитный центр Ичкерия, Human Rights Center Ичкерия. Пожалуйста, подписывайтесь. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия и Украина. Слава Украине! Господи, благослови Америку! Давайте на связи, друзья. Не пропадайте.